Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в FIFA for Fun. FIFA for Fun — это очередная очень простая карточная игра для детей, в которой научится играть каждый. Для игры нужна обычная колода из 52 карт, от двоек до тузов, без джокеров. Большинство карт — это туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, или дама, король, или дама, король. Это значит, что туз — самая младшая карта, и король — самая старшая карта. Количество игроков — это 3 или больше. Цель игры — избавиться от всех своих карт. Раздача. Каждый игрок получает раздатчик раздает все карты из колоды, и каждый игрок получает одну карту за раз. Еще. Иногда у некоторых игроков будет больше карт, чем у других. Это нормально. Вы можете так играть, но можете убрать некоторые карты, чтобы у всех было одинаковое количество карт. Второй судебный участок штата Нью-Мексико. Так, пусть эту карту я уберу. Четверку. Червь — это что за? Итак, после того, как каждый игрок получает все карты, раздача заканчивается, начинается ход игры. Игрок слева от датчика ходит первым, и как же происходят ходы в карточной игре FIFA for Fun. Тут все очень просто. Короче, каждый ход это одна карта, которая создает или же продолжает последовательность. Последовательность одной массе по возрастанию. Например, Димон положил туза бубны. Это значит, что потом осьминог будет ложить двойку бубны, потом я тройку бубны, и так до короля. Когда появляется король, последовательность заканчивается, и владелец последнего короля начинает новую последовательность. Такое также происходит, если игрока нет подходящих карт. В таком случае он заканчивает последовательность и начинает новую. После игрока слева от датчика ходят владельцы подходящих карт туда. И после каждой карты игроки говорят слово в зависимости от последовательности. Владелец первой карты говорит фи.
Владелец второй карты говорит five. Владелец третьей карты говорит four. Владелец четвертой карты говорит fam. А владелец пятой карты говорит последнее слово. Точнее не слово, а словосочетание. А именно бездельник гиганта. И потом начинается заново. Вот. Начиная с фи и заканчивая бездельником гиганта. Так что да. И... Короче, партия состоит только из одного раунда, который идет до тех пор, пока не останется один игрок с картами. Тот игрок проигрывает, а каждый противник того игрока выигрывает. Итак, я рассказал вам все про эту игру. Хотя, если я что-то забыл, я могу написать об этом в описании этого видео, так что да. Надеюсь, вам понравилось видео, надеюсь, вы поняли, как играть в Fi 5 for Fun, так что да. Ну и мне больше нечего сказать, так что я заканчиваю. Я на этом заканчиваю видео, так что всем пока.